Лениногорск – город на юго-востоке Татарстана, образован в 1955 году, но это формальности. Основание города Лениногорск – это лишь логичное следствие истории длиной в 3 века, истории поиска нефти на этой земле. О необычных землях района близ деревни Шугурово писали еще государю-императору. Поисками нефтяных источников интересовались представители тюркской знати, а наладить добычу пытались и местные помещики, и авантюрные американцы. В этих местах нефть выходила на поверхность и образовывала небольшие озера. Местные жители этому явлению не удивлялись и как могли использовали маслянистую жидкость в хозяйстве. Но науку такое явление, конечно же, очень даже интересовало. Еще в XIX веке ученые русские геологи Василий Ерофеев и Геннадий Романовский описывали в научных трактатах богатство этих земель. Но, как говорится, всему свое время. На тот момент ни технологии, ни наука еще не были готовы к промышленной добыче нефти. Кстати, сюда приезжали, не удивляйтесь, представители фирмы братьев Нобель и знаменитый немецкий инженер-геолог Френель. Немало, да, гостей для глубинки, в которую доехать-то непросто. И, видимо, все это неспроста. Ну а пока шли поиски нефти, под Шугуровской горой на месторождениях битумных песчаников появился небольшой заводик по производству гудрона. Гудронный заводик переживает несколько реинкарнаций и в итоге станет большим и серьезным нефтебитумным заводом. А в 2015-м с легкой руки Татнефти превратится в музей, где в макетах воссоздадут всю историю нефтедобычи региона. А история с поисками нефти подойдет к кульминации только во время войны, в 1943 году. Скважина номер 1 близ деревни Шугурово даст первую промышленную нефть. Секретно. Приказ Народного комиссара нефтяной промышленности СССР организовать шугуровский укрупненный нефтепромысел с подчинением его глав нефтедобычи. А в 1948 году из скважины номер 3 около деревни Ромашкино ударил фонтан нефти. Эти кадры обойдут весь мир. Ромашкинское месторождение войдет в десятку супергигантских и назовут его вторым в Баку. Это событие станет одним из важнейших для экономики Советского Союза и поворотным в развитии юго-востока Татарстана. Первые нефтяники будут жить в землянках, будут работать день и ночь, приобретая опыт, учась на собственных ошибках и создавать школу нефтяников Татарстана. Потом это назовут трудовым подвигом и отметят сталинской премией. А тем временем неподалеку началось строительство поселка нефтяников. Всего за 4 года были построены сотни тысяч квадратных метров жилья и железнодорожная ветка. А на месте оврагов и пустырей разбиваются парки и скверы, появляются школы, больницы и вся инфраструктура, без которой жизнь не жизнь. И в 1955 году рабочий поселок становится городом, и в духе советского времени ему дают имя Лениногорск. И с этим именем, кстати, связан курьезный случай. В советском Казахстане тоже был город с именем Лениногорск. И вот в тот Лениногорск из Москвы отправили телевизионную вышку, но всего-то 200 метров высотой. Но, как говорится, у них с друзьями традиция. И вышка приехала не в казахстанский, а в татарстанский Лениногорск. Да так тут и осталось. Вот таким вот образом в Лениногорске появилось телевидение. Добрый вечер, дорогие друзья! А тем временем первые нефтяники НГДУ «Лениногорскнефть» стали крутыми специалистами и составили в свое время костяк Министерства нефтяной промышленности СССР. Так что нынешним студентам нефтяного техникума есть на кого равняться. А ромашкинское месторождение оказалось не только гигантским, но и загадочным. Скважины, которые закрывались, вдруг снова начинали восполняться и давать нефть. Из 3 миллиардов тонн нефти Татарстана 625 миллионов добыто промысловиками Лениногорска. Истории первых нефтяников, документы и фотографии нефтяники современные хранят в музее. А памятник первооткрывателям татарстанской нефти стал визитной карточкой Лениногорска, как и белая ротонда на горе. Небольшой уютный зеленый город с парками и озерами, широкими проспектами, построенный нефтяниками и для нефтяников. Кстати, Лениногорск дважды становился победителем конкурса «Самый уютный город». Мы вместе. Без берега, Лениногорск.